В общем, шел, ребят, и увидел, птица взлетела и перелетела. Под дерево подошел, но никак не вижу и все. Ну, вам удалось, наверное, показать, как он взлетел. Прям над головой. Но вообще в елке сидит, не видно. Потом перелетела, тоже не вижу. И увидел, ветка шевельнулась. Ориентир я нашел. Но, к сожалению, ушла. Улетела птица. Так, иду потихоньку. Где-то собака тоже бродит. Один рябчик был. По пути увидел чагу. Рябчик. Где он? Где-то рябчик. Опять не вижу его. Короче, ребят, тут рябчик сидит где-то. Я прекрасно его слышал. Пикал он как, но не взлетает. Там. Вон он, ребят. Или не он? Где-то вон там. Увидел, ребята. Ак. Так хорошо сидел, блин. Опять в ельник сел. А вон он. Вижу. Есть контакт. Спиной сидел мне. Хорошо, что рядом тулана нет. Где-то вот тут. Камни упал. Так. Вот он. Вот он. Вот он. Самка, оказывается. Хитрюга. Понятно. Вот он. Вылет через шею. Нормально, через вот так сидел он. Этот рябчик чисто спонтанный, ребят. Знаете, я вообще шел к чаге, подошел и слышал, там пикает. Ну, кто охотится на рябчика, он определит, рябчик или какая-то другая птица. В общем, ну, сами потом видели, я включился. Уже весь процесс заснял. Да, питается, кормится уже. Что-то похоже на почки. Так, ладно. Отсюда надо выходить. Здесь должен быть сырое место, но, знаете, воды нету сей год. Совсем нету. Но все равно здесь неприятно ходить. Лучше подальше круг сделать.
общем, удача. Не просто вышли мы, удачно вышли на вечернюю охоту. Ну, как сказать, вечер. Но все равно уже солнце, вон как. Смотришь, и день закончится. Ну и, конечно же, по пути тут не так далеко до избы. И буду забирать эту чагу. Сезон чаги будем открывать. Летом я не собирал, так как очень много овода, комаров. А осень, зима — это самое то. Вот. Немножко будем набирать. Все с одной стороны только. Такие дела. Сейчас буду чистить и в рюкзак. Отдыхаю. Немножко за целый день тоже начал уставать. Вечереет. Жду тулана. В одном месте, ну, в сыром месте, когда мы шли по ельнику, там кого-то облаял. Недолго лаял. Но на рябчик взлетел, может, из-за этого перестал лаять. И буквально минут 10 назад там еще в другом месте, уже мы в сосновом лесу, такой хороший лес. Сорный лес. Елки, береза, сосны. Ходить терпимо, хорошо. Вот. Я думал, он уже в избушку побежал. Да нет, наоборот, в другом направлении. Один раз, единственный раз лайкнул. И, видать, тоже рябчик был. Я так думаю. Потому что сразу перестал лаять. Если белка, он еще полаял бы. Может, какая-то другая птица. Вот, после того, как я собрал чагу, пошел уже в избушку, там чай попил и уже в другом направлении сейчас. Еще вот там брожу, никак не могу успокоиться. Что-то надо уже все. Идти в избушку, отдыхать. Отдыхать, набраться сил на завтрашний день. А включился, ребят, вот воспоминания этих мест, когда я перешел охотиться. Это уже 20 с лишним лет назад. В эти края начал здесь охотиться. Именно здесь были такие хорошие тропы у зайцев. О! Тулан далеко лает. Совсем в другом направлении от избы. Вот такие дела, ребят. А сейчас за всю осень, вот сколько хожу уже, считай, в середине сентября уже, сколько выходов в тайгу у меня было. С собакой, без собаки, с ружьем и без ружья там. За грибами ходил, за ягодами. Ни разу еще не видел, чтобы заяц где-то пробежал там. Вот такие дела. А раньше такие тропы, блин, шириной 20 сантиметров, такая полоса. Петлю поставил, заяц уже сидит там, сразу попадает. Идешь с собакой, собака поднимает, бежит там, бегут. Мор прошел и никак не может восстановиться лес. Лает. Ладно, наверное, схожу к нему еще. В принципе, от силы 500 метров, наверное, отсюда. Да, лает.
прерывистый лай. Там сырое место, участок, и такой же сосняк. Да, ладно, ребят, схожу. Фиг с ним, еще лишних километров. Какой-то прерывистый лай. Опять перестал. Неуверенно лает. Вообще перестал. 20 метров прошел. Перестал вообще лаять. Не, ребят, перестал. Тишина. Солнце уже на вершинке деревьев. Надо еще успеть там дрова занести. Опять залаял. Похоже, что-то там копает. Глухой звук какой-то. За водой сходить. Ужин, наверное, готовить не стану. Явно это не птица, ребят. Видать, какую-то нору он нашел. Половину пути прошел. Смотрите, какой лес тут. Не удивлюсь, если там лось. И замолчал. С остановками что-то. Лает. Там за сырым местом, там подъем будет. Схожу. Явно какой-то зверь. Или лось, или медведь. Уходят. Медведь. Похоже на медведя. Или лось. Пар уже нет. Глухари.
И смех, и грех. Как по-другому еще сказать? И медведь улетел, и лось улетел, и глухарь улетел. Не знаю, кого он тут лаял. Тащился, ребят, ё-моё, полчаса. Чтобы посмотреть на вершинки этих сосен. Я думал, тут лось. Смотрю в горизонт, а собака до сих пор еще что-то чувствует, лает. Но я никого не увидел. Честное слово, я не знаю, что происходит. Почему так? И следы там свежие были. Чьи-то. Сперва оптический прицел снял. Потому что, знаете, с оптическим прицелом неудобно стрелять. Вдруг зверь там какой-то. Потом понял, увидел собаку, что вверх лает. Обратно оптический прицел поставил. Нету никого. Ложная тревога. Ну, чтоб так ошибиться. Что-то он чувствует, в разные деревья лает. Наверное, сидели тут глухари сегодня. И там взлетела кополуха из глухарь. Надо быстрее идти в избушку, пока не стемнело. Ё-моё, столько тащился сюда. Капец. Нету никого, я не вижу. Были бы, сейчас уже давно взлетели. Но... Что с тобой, Тулан? Так долго активно лаять пустоту. Чувствует, но не видит. Не знаю, ребят. Пошли, Манам. Пошли. Хотя тут я вижу следы и лося, и медведя. Не просто так я сказал, что там след у медведя. Хотел вам поснимать, показать, но не получилось. Так бывает. Поэтому, ребят, не может успокоиться. Кто-то был какой-то слон, сидел там на дереве. В общем, пишут, надо на лай собаки идти там. Бывает, лай собаки еле слышно и не по пути. Вот сейчас не заплутать тут. Правильно. Солнце уже село. По ориентиру взять. Так, собака там, наверное. Да, так, в принципе, так и должно быть. И еле слышно. Я туда, конечно же, не пойду. Туда очень далеко и не по пути. Какие-то зачесы есть. Просека должна быть где-то. Или это и есть? Вот это просека, наверное. Да, нашел все. Не потеряемся сейчас. В прошлом, нет, позапрошлом году тоже. Еле слышно, как собака лаяла. Так. Перчатки просрал, ребят. Перчатки, да. А она где оптический прицел я... в кармане. Вот он. Нашел. Позапрошлом году, наверное, собака тоже, наверное, час лаял кого-то. Реально, час. А идти туда не меньше 1,5 километра. Туда, скажем, 1,5 километра. Сюда 1,5 километра. А у тебя путь уже пройден около 10 километров. И потом еще лишние 3 километра. Ребят, нафиг надо. Здесь он
как-то азартно лаял. Азартно лаял и как-то с остановками тоже. И как будто перемещались они. Вот, как будто собака перемещалась. Как будто лось шел и лаял. Но фантазия работает. Пофантазировал немножко. Да. Удивительно, конечно. Но факт. Ладно, ребят, пойду. Здесь по просеке. Потом на свою тропу встану. Где-то вот я напрямик шел. Но могу сейчас не туда выйти. Лучше я немножко круг сделаю. Лишние пару сотен метров. Чем потом блуждать. Вот такие дела, ребят. Ну, проверили. То ладно. Было интересно. Никого не видел, но было интересно. Мы на избе. Все. На сегодня хватит. Дальше уже будет быт в избушке, у избушки. Сейчас вот что дрова принес там. Раскалю большие чурки. Это полусухие. Ну, ночью раза два так. Когда бывает один раз за ночь. Как буду спать? Бывает сплю до утра, не просыпаюсь. Бывает не очень хорошо. Постоянно просыпаюсь. Тогда вот 1-2 раза бывает. Подкидываю дрова. Вот, дальше снимать сегодня уже не стану. Что по сегодняшнему дню? В принципе, начало охоты есть. Добыл 2 рябчика. Первое впечатление, вот сегодня вот первый выход в тайгу был. И в тайге больше птицы, чем в прошлом году. В прошлом году совсем не было. В этом году уже глухарей видел и тетерку видел, пару штук. Рябчики немножко есть. Немножко это, знаете, вот свищу, рябчик не подлетает. Но они есть. Они почему-то не активные на свист. Живут в высоких деревьях. Не в земле, не где-нибудь в кустах. А на елках какие-то тихие. С чем это связано, не могу сказать. Вот одного я сейчас вот когда добыл, не первого с утра, а второго, я имею в виду, вот который сейчас после обеда сходил. В общем, одного добыл, и еще, кроме этого, в одном месте прям над головой. Я увидел, ветка так дернулась прям над головой, а ориентир потерял, в какую сторону он перелетел. А оказывается, прям вот возле меня елка стоит, и над головой он сидел. Одна птица улетела, и второй еще свист я слышал. Вот 2 рябчика еще, в принципе, там есть. Тоже без собаки как-нибудь другой раз хожу. Посвищу и так тихо поброжу, может и удастся кого-то добыть. А в остальном хотел еще сегодня порыбачить, но я с ног свалюсь. Что-то я устал, капец. Но нормально тоже прогулялся, считай, 6 часов утра я вышел, без 10:06 было. И сейчас, наверное, где-то 5 часов. Минус оттуда час обед. Вот и 1,5 часа где-то у избы там был. Вот. Тулан кого-то лаял, не знаю кого, я никого не увидел. Думал там лось, медведь, слон, бегемот, но оказался пустое дерево. Так бывает тоже. Бывает и
Уже думаешь, там никого нету, но взлетает глухарь или еще какая-то птица. Разные случаи бывают. Вот сегодня такой случай был. Подходил к зверю, а там оказался совсем не зверь. Вот, сейчас буду кипятить чай, ужин готовить не стану. Заготовлю дрова, ну и уже стемнеет. До темна мне надо всем этим бытовым делам еще заниматься. Так что встретимся уже завтра. Давайте. Охота продолжается.